Евразиатского экономического союза сейчас это невозможно. Для России ЕАЭС это интеграционный проект, направленный на ее геополитическую безопасность. Наоборот, она привлекает. Ну, не только и тех стран-участников, которые не участвуют, тоже. Но для этих стран, все-таки, как вот у вас в аналитической записке было верно указано, это прежде всего экономическая заинтересованность. Те граждане, которые работают в России без патентов, например, они присылают достаточно большое количество денег. Кстати, к моему удивлению, больше всего от переводов трудовых мигрантов зависит вовсе не Таджикистан, а Молдавия. У нее более 60% ВВП составляется из переводов из России. А у Таджикистана порядка 30, я не помню точно, цифры отличаются, 25-36. Богдан, спасибо. Вот все согласовали. Карамат Бакович, скажите, пожалуйста, вот переходя уже к таджикским мигрантам, они у нас на третьем месте, если я не ошибаюсь, по численности идут. Кстати, какова численность, вот на ваш взгляд? Затронул ли вот этот экономический кризис эту группу мигрантов, ваших соотечественников? Как вы оцениваете перспективы вступления Таджикистана в Евразийское экономическое пространство, с экономический союз, да? И я, кстати, с удивлением для себя прочитал, что вы выступаете за введение виз между Россией и Таджикистаном. Рабочий виз. Да, вот по этим моментам очень интересно ваше мнение. На межгосударственном уровне Таджикистан и Россия прописка миграционной политики и миграционных отношений относились формально. Вы знаете, прекрасно выступление предыдущего президента, господина Медведева, когда он был задержан, он говорит, что надо использовать асимметричном мире, так как иначе страна доноров или мигрантов можно использовать, когда они не хотят, не отпускают и не будут выполнять наши наказы. Поэтому на сегодняшний день Таджикистан является из самых крупных, значит, по количеству на душу населения 8 миллионов, порядка 2 миллионов, 1 800 000, 1 500 000. И у нас дальше примерно там меньше миллиона уже являются, значит, мигрантами на территории российского государства. Несмотря на то, что на ужесточении и на либерализации миграционной политики, каких положительных результатов мы не замечаем. Причина ясна, вы знаете прекрасно, что якобы неграмотный народ Таджикистана, их можно по-разному, как на Востоке, можно обещать и ничего не делать. В 2012 году был подписан соглашение между Таджикистаном и Россией, взамен, значит, 201 визы на доллары пребывания, взамен, соответственно, на 3 года разрешения работы граждан Таджикистана. Это, соответственно, был обман. То, что мы сегодня видим. Но все-таки ведь есть в плане разрешения на работу, если для всех 1 год, для граждан Таджикистана 3 года. Это преференция значительная. На бумаге, да. На бумаге все у нас есть. Официально нет. Нет официально. Что касается сегодня только узбеки и основном, и таджики платят за патент, потому что даже нет миграционной концепции в Москве. Но господин Собянин заявление делает очень открытое, очень много. 12 миллиардов дали собрать трудовых мигрантов, оставив для фонда или запаса для государства, то есть для страны, как столица Москва. Это большая сумма, 12 миллиардов, они должны платить, потому что многие платят, не знаю, что они давно уже депортировали, многие платят, что даже они уже запретствовали, многие дальше с уверенностью уезжают на родину, потом возвращаться не могут, но они заплатили каждый месяц, уверенно пошли под, соответственно, государство российского большого государства. Что касается решения данных этих вопросов, я лично не вижу. Я вижу, что введение рабочей вызовы Таджикистана в России, что тогда я предлагал 3 года назад, даже вышел в сейчас без вот этого хаоса бы не было. Конечно, мы только если нормальный руководитель Таджикистана, его зами, все остальные подписаны различных документов, введение рабочей визы даст человеку выехать из собственного государства, и, соответственно, потом будет спрос у тех же, соответственно, миграционных комитетов или служб Таджикистана и России. Подобия не было. Кстати, прекрасно, что на территории России действует 12 представителей Таджикистана миграционных службы, как представители, они буквально взяли себе как девиз или лозунг «Молчание – это золото». Ничего не будем говорить, мы ничего не замечаем, рабсила. Я вообще так собираюсь в ближайшее время как-то уйти из должности, как называемые, назвали как председателя, а как общественный деятель, чтобы на территории России бороться с тем, чтобы не было рабсила, использования таджиков в качестве рабов. Я неоднократно говорил, об этом боролся, делали, и нас сажали, и в тюрьму хотели, потом уголовное дело открывали, молчали и все. Простите, это здесь или это? Да, в России. И это рабсила больше 100 тысяч на сегодня. Но вы видите, что бороться бесполезно. Значит, также у них огнестрельные оружие руководители, они могут его использовать. Это факт, это все.
все снято, аудио, все мы видим. Поэтому говорим о миграционном. Ну, использование огнестрельных оружий. По отношению к трудовым мигрантам. Вы имеете в виду работодателей? Да, работодатель. Это все захвачено. Самое главное, что если в стране коррупция, то есть коррупция у нас хорошо это развита, у нас система миграционная, потому что все эти действия работодателя защищаются миграционными нашими представителями. Но это мы тоже замечаем. А как бороться? Бороться единственное, вот наши газеты, наши сайты, лектораты наши, волонтеры. Потому что дальше у нас нет дороги. Мы не член общественного совета, мы не член общественного совета при ФМС, не член общественной палаты, хотя больше 1 600 000 таджиков Таджикистана имеют гражданство, ни одного депутата не имеем в Госдуме. Все это вы знаете, что вечером встречает господин Путин, господин Абрахмонов, ну и практически 1 миллион граждан, и там в Таджикистане больше 1 миллиона ждут. Что они решат? Они говорят о таможенном совете, они говорят о совете. Они говорят, а что решат это 2 человека, наконец? Мы будем платить опять по 5 тысяч, 4 тысячи платить или нет? Ну там же встреча по линии ОДКБ, насколько я Нет, вот сегодня, завтра ОДКБ. Сегодня, потому что там уже были боевые действия, вы знаете, сразу господин Путин звонил, говорит, вам плохо, господин Рахманов, правильно? Я вам помогу. А зачем помог? Когда на территории России столько людей, надо помочь, кормить и дать условия жизни им. И говорит, что у нас Россия. Россия как только как Таджикистан, только начинает действовать, как говорит, создает как государственное свое. Потому что до 91 года не было как государства России и Таджикистана, был Советский Союз. Его нет, рухнул. Сегодня надо как-то идти вперед, совместно с кем, вот с вами, вот другими, что. Говорят, это правда, что сегодня Россия нуждается именно правду 5% из общих трудовых мигрантов. Это востребование в аграрном секторе может. Но в других структурах они приезжали к иностранным инвесторам. Я инвестор, я плачу ему, я ему, соответственно, говорю, завтра я тебе не заплачу, иди хоть в суд, хоть прокурор. Бесполезно, ничего и не сделаете. Так есть. Поэтому те люди, которые называемые волосами черные, у меня седина уже на голове, они, у всех есть хозяева, начальники, другие волоса на голове. Вот это все будет продолжаться, пока мы говорим, что не создается вот ситуация в Сирии. Вот я разговаривал с представителем Сирии, да, дипломатом. Никогда сирийцы не будут в Россию приезжать как мигрирующие нации. Они у них там миллион уже до этого были. Помните, предыдущие события были? Никогда сирийцы, потому что Россия, даже они Венгрию не признают. Они Польшу не признают. Как можно в Россию приехать, когда 8 месяцев морозы? Он никогда не приедет. Другая сторона, это же деньги, которые мы говорим. Я, господин Юрий тоже был тогда в Доме национальности. Таджики приезжают в Россию за долларами. Все то, что эквивалент таджиков, это доллар, это мука. За доллар можно купить сахар. За рубли ты ничего не купишь. Сегодня заработная плата таджика 25-27, из них он отдает 5 тысяч хозяйку, 5 тысяч отдает, ну это называется потери. Дальше там дорогу, все остальные. Я это вижу, это мне больно, я ничего. Ну а почему-то, вы смотрите, столько лет, за 20 лет, грубо скажем, кто занимался этой концепцией миграционной политики? Или кто-то занимался, не понимаю. И получается, нет этой миграционной. Но самое главное, мы говорим, дружба сохраняется между Таджикистаном и Россией. Это лозунг Советского Союза, никакой дружбы нет. Дайте рабочие места, мы готовы вам платить налоги, дайте нам дорогу возвращаться назад. Следующий параграф в нашей работе. Это религия. С 8 миллионов населения Таджикистана 7 миллионов 700 тысяч это сунниты. Сунниты в Таджикистане, даже посмотрите в мечети, как читает татарин молитвы, как читает таджик. Якобы они одинаково читают, или как Кавказ. Абсолютно они по-разному себя чувствуют. Поэтому создать на территории России при прибытии таджиков этих несколько даже мечетов, хотя у нас единственная мечеть центральная, до сих пор мы не можем строить, 23-го говорят, сдадут, в конце концов, эту мечеть. Но там одни таджики. Они хотят мечеть. Поэтому здесь тоже вопрос войти в таможенный союз. Это опасно для российского народа, потому что таджики это значит будут в мечеть ходить, а киргизы будут, без изображения, в бар будут ходить. Это очень опасно. Мы хотим, что как? Что таджики все были как киргизы, как татары, более цивилизованным, этом, как называется, современном России. Но таджик будет ходить в мечеть. Независимо 15 лет, независимо 60 лет. Тогда, если мы готовы, создание Евразийского союза, таможенного союза, вы готовы к тому, что будут ходить на Курбан-Байрам, там, на Рамадаре, сотни тысяч таджиков будут приходить. Это страшное дело, для кого-то может быть фанатом. Это хорошо, чем ходить в бар, чем, значит, взять стаканы и бить друг друга там, за здоровье пить, лучше пускай считает молитву. Вот то, что я хотел вот сказать в этом направлении. Что касается по обучению, значит, студентам нашим, вы знаете, более 17 тысяч, хотя я взял бумагу,
Юрий Викторович дал нам, что там 2700 таджиков учатся, да, в обучении в России. Могу повторить. Да. В России, в Москве. А по России 17 тысяч. Почему я говорю 17? Потому что они в Это разных... речь идет о школьниках и студентах. Даже от школьников. Вот практически 17 тысяч наши обучаются. Они хотят работать в России. Но поймите, графа, рождение человека, что написано? Рождение это человек Таджикистан. Все, диплом положи, твой диплом никому не нужен. Вот поэтому специально. Что делать тогда с основными кадрами? Они нужны или нет? Я думаю, что сегодня Россия нуждается в других специалистов, сантехников, электриков, пускай вот различные профили строителей. У нас их полно. Но другая сторона. Если мы говорим, вот смотрите, адаптация, это термин. Вот, уважаемый Виктор Юрьевич говорит, адаптация. Но это медицинский термин. Это язва, опухоль, который надо лечить. Это не медицинский. Это терминология. Но Социальный термин. это мы до сих пор думаем, как Горбачев придумал слово альтернативу. Долго искали наши профессора в военно-политическом центре, что себя означает слово альтернатива. Потом гласность придумал там все. Но вот это то, что придумано в миграционной нашей, надо обязательно адаптация, интеграция граждан. Вы подождите, а кто создаст вокруг них правовую базу? Куда ему ночью идти, когда ему мучают тоже правоохранительные органы? Дай деньги и все. Не дашь, я тебе посажу. Я тебе подброшу наркотики. Куда ему идти? Хорошо? 0,2. Набираешь там 112. И что, они быстро придут? Да никак. А самое главное, что вот этот предстоящий встречи в Таджикистане решил раз навсегда. Или поддержать рабочий вызов между Таджикистаном и Россией, или, соответственно, оставить на уровне 1000 рублей, таджик готов платить. Больше у них денег нету. При всем желании. Вот они придут, дальше надо, чтобы они возвращались назад. Хорошо, Караман Бакович, я на самом деле намного с вами солидарен, что касается вот борьбы с этим рабством мигрантов, да, но тогда должны быть понятные правила игры, и вряд ли государство, уж тем более мы с вами, должны нести ответственность за произвол работодателя. Вопрос в следующем. Считаете ли вы, применительно уже к обсуждению концепции миграционного города Москвы, что сам поток должен быть неким образом селектирован, то есть ограничен и по профессиональным качествам, и по полувозрастному составу? Согласитесь, не совсем правильно, когда 90% всего потока составляет мужчины в трудоспособном возрасте. Не совсем, потому что российская экономика сегодня, я думаю, любая другая, она, в общем, открыта равным образом и для женщин, может даже в большей степени, потому что интенсивно развивается именно сфера услуг, и мы это сейчас видим. Вот насколько вы, как представитель диаспоральной организации, к примеру, готовы гарантировать, если будут вот такие прозрачные, как вы говорите, правила игры и дан ответ на коррупцию, хотя это очень сложно сделать, насколько вы готовы гарантировать, скажем так, легальность самой миграции? Я предлагаю тогда еще, если представители национальной диаспоры будут членами или общественного совета ФМС, или общественной палаты, и другие структуры, которые сегодня заинтересованы, допустим, диаспоры, общество почувствовало ту информацию, которую мы передаем. Сейчас мы боремся все с чем? Значит, с различным экстремизмом. Значит, в том числе называем ее плохо, хорошо, но лучше не назвать. Это исламский экстремизм, это раньше мы называли его империализмом, давайте лучше империализм назовем. Но поскольку, значит, гарантия здесь, если у нас будет говорить с утра до вечера канала только про Украину и ничего не будем говорить про миграции, надо заканчивать, это называется вот братоубийственная война Украина-русские. Это братоубийственная война. Это СМИ, это самые плохие идеи, которые кто-то давал господину Соловьеву. Но у него даже обратной пути нет, там кучу денег надо каждый день зарабатывать. Он этот день все равно не отказывает. Ну помогите этому Соловьеву, пускай 2 дня скажет про трудовых мигрантов, что они действительно могут. Пускай 2 фильма покажут, про украинцев один фильм хороший, другой фильм про русских. Тогда все будет хорошо. Могут не гарантировать только тогда, когда участие наших будет средств массовой информации. Надо создавать единый телевизионный канал, как Дмитрий создал общероссийский канал. Видите, сейчас в плане... Если 15 миллионов надо создать, чтобы один день выступал Китай, там другой таджик выступал, третий узбек, киргиз и все остальные. Пускай они говорят о своих проблемах. И о том же миграционной называемой сегодня концепцию нашу. Вот в этом тогда будет гарантия. Доступ нашей газеты, я повторяю, если вот мы сегодня с вами сидим здесь, если я готов вас пригласить, нас, вот вместе с вами, мы сможем пройти с этой газетой на территории тех рабсил, которые наши граждане на территории Москвы. Если это мы с вами добьемся, что наши таджики получат газету, и они будут читать, тут ничего нет. Единственная газета, которая в России без рекламы уходит. Без рекламы. Вот давайте дадим таджика почитать на таджикском, на русском языке. Если это мы добьемся, говорит, тогда мы с вами можем уверенно говорить, надо создать хорошие концепции миграционной политики города Москвы. Если нет, тогда наши называемые
Верховный не заинтересован. Понятно, спасибо. Спасибо большое. Абдыганы Абжамилович, уже сегодня Киргизия упоминалась неоднократно, на самом деле. Поздравляем вас с вступлением от Киргизии с вхождением в ЕАЭС. Что вы об этом думаете и как вы считаете, вот какие аспекты должна прежде всего освещать вот предлагаемая сегодня обсуждаемая концепция миграционной политики? Да, спасибо за поздравления. Вхождение в Евразийский экономический союз у наших граждан Кыргызстана. Естественно, проблем стало меньше, но остались проблемы, над которыми надо работать. Вот. Я выделил бы 3 проблемы. Она, конечно, частично нам сейчас касается и вообще-то общих проблем для мигрантов. Это те мигранты, которые оказались в данный момент в тупике из-за того, что миграционные законодательства часто менялись, и в том числе среди них есть такие карательные, которые весной этого года издавались, да? Это те мигранты, которые несущественно, в том числе, нарушили миграционное законодательство. Они не могут легализоваться, потому что за ними уже числятся какие-то нарушения, да? Вот с ними что в данный момент происходит? Они загнаны в тупик, они не могут выехать, не могут легально работать. Они выходят, давайте в союз войдем. У нас был 70 лет, какой союз, не понимаю. Что, какой союз? Уже как бы дружба народа. Что у таджикского народа будет иное образование давать? Про дружбу таджикский народ может говорить, извините, долго. В 92-м у вас была такая дружба с 95-го, что российским войскам пришлось вмешаться и вас разводить. С вашей дружбой народа. Я начальник штаба танкового батальона до 96-го года. Кто кого разводить, не понимаю. Да. То есть сами утихомирились, Да, сами перестали друг друга. Квартиру. Юрий Викторович, вот ответьте на один вопрос. Вы человек, большинство времени своей проводите среди массы людей. Вы очень думаю, что заинтересованы демографией сегодняшней России, правильно? Вот приход мигрантов поднимает демографию? Значит, поднимает, но незначительно. Тогда- Потому что подъем, еще раз говорю, хотя бы выход на брежневский уровень, это дает сколько стране? 150 миллионов. Это дает стране 750-миллион человек в Ну, год. что-то есть. Но что-то, естественно... А вот другой сразу вопрос к вам. Если мы говорим о демографии, да, мы говорим, мы против, Россия сейчас практически везде поднимает голову, говорит, что мы против однополые браки, правильно? Значит, Но тогда однополые зачем браки идти? в Российской Магазин Федерации не «Интим» грозят. не закрывать в В Москве. всяком случае. Пока Вот надо будем закрывать у вас- магазин «Интим». Срочно надо закрывать. Тогда у нас будет демография хорошо. Я не думаю, что магазины интимы шибко влияют Его на надо закрыть. демографическую ситуацию в стране. Вот извините, как говорится. Влияет на психологию человека. Один Гидаятович, вот хотелось бы вас услышать, вы представляете Микрофон работает, да, я надеюсь. Микрофон работает, я так слышно, да? Ну, я из присутствующих хорошо знаю, к счастью, Карамата Баковича, как принципиального такого хорошего человека, и очень рад, что мы на одной площадке. Ну и вас, конечно, Игорь Иванович, благодаря вам я приехал сюда. Ну, 2 слова буквально, чтобы ну, так как я представляю так или иначе азербайджанскую диаспору, я хорошо знаю ее проблемы. Проблемы ее начались в 2009 году. Ну, давайте я сначала начну. Значит, когда армяно-азербайджанский конфликт уже начался, начался поток сюда мигрантов из Азербайджана. Но в основном это в отличие от таджикских, да, трудовых. Если там едут люди трудовые мигранты, то азербайджанцы были в основном люди такие начинающие бизнесмены, открывали магазины, рестораны там, и так далее. Мигрантов особенно жалко, потому что вот сейчас они перед выбором, да, если рубль выдержит, то они останутся. Ну, я имею в виду большинство, не то, что там. А если рубль, как вот некоторые говорят, эксперты предсказывают там 100 рублей доллар, да, к декабрю, это будет, конечно, для мигрантов прежде всего катастрофа. Вот. Ну и мне кажется, вот надо, еще как бы я замечаю, мои знакомые, там некоторые родственники жалуются, что если у человека нет патента,
то ему надо, по-моему, каждые 3 месяца ехать в Дербент, там пересекать границу России, потом опять. Это есть, да, такой правило? 90 на 90. 90 дней дома, 90 дней в России. Более Да. того, если его поймают, Да. ему запрещают въезд в Российскую Да, да, Федерацию да, да. на 3 года, потому Да. что эти люди нарушают российское законодательство, Ну не да. платя налогов. Да, да, да. Вот и все. Ну тут просто я хочу сказать, что они как-то обходят, я не знаю, как это делают, ну, естественно, человек не оформил патент, но где-то подрабатывает, или я не знаю, вот, да, подробности. Но вот мне кажется, вот это как бы хорошо было бы увеличить с 3 месяцев до 6 хотя бы,